так уж сложилась моя личная жизнь, судьба, что мне приходилось общаться с огромным числом людей. Это и, естественно, как у каждого человека, друзья детства, юности, одноклассники, однокашники по учебе. Это и члены моего трудового коллектива, настоящего рабочего коллектива, значит, с которым в общаге мы делили и радости жизни, значит, и горечь всяких разных там неудач или побед на всесоюзной комсомольской стройке, значит, в удачном. Это и люди высокого положения в обществе. Но мне приходилось встречаться с 4 президентами разных стран, в том числе с президентом Соединенных Штатов Америки. И с людьми самого разного такого рода занятий, и с людьми творческими, писателями, артистами, художниками, и с людьми ученого мира. Да, собственно говоря, я и сам писал и научные статьи, защищал диссертацию, значит, и с промышленниками, с людьми, с руководителями крупных предприятий, красных директоров, таких выкованных из железа и стали, по нему, значит, и с руководителями уже крупнейших компаний мирового и российского уровня, акулами большого бизнеса, можно так сказать. И непосредственно с людьми такой в обыденной жизни я вырос в селе, и поэтому для меня всегда общение с людьми в якутской глубинке всегда было, как будто попал в родной дом. Значит, короче говоря, огромный круг людей. И, конечно же, я давно пришел к выводу, что каждый человек, независимо от того, кто он, значит, какое там общественное положение занимает, на самом деле это целый мир. Это от каждого человека можно чему-то научиться. Значит, общение с каждым человеком доставляет для тебя и урок, и радость. И на самом деле, возможно, в этом и есть смысл жизни. Потому что, как говорил французский знаменитый писатель Антуан де Сент-Экзюпери, самое главное в человеческой жизни – это человеческое общение. Но все равно среди такого огромного числа людей, которые ты встречаешь, значит, идя по жизни, есть люди, которые сыграли особую роль в твоей жизни, значит, в твоих взглядах на жизнь, общение с которым в чем-то изменило, можно сказать, и твое мировоззрение, и твою судьбу. Это как реперные точки. Мне повезло, мне по жизни пришлось встречаться с многими такими замечательными людьми. Но вот один из них, это, конечно, Артур Николаевич Алексеев. Ну, вообще-то говоря, я начинал свою трудовую деятельность на строительстве горно-обогатительного комбината «Удачный». Значит, это алмаздобывающий комбинат. Тогда это был самый крупный комбинат в алмазной отрасли в мире и один из крупнейших вообще горнодобывающей промышленности. Всесоюзная ударная комсомольская стройка, которая подчинялась непосредственно ЦК ВЛКСМ. А с другой стороны, значит, конечно же, эта стройка находилась под кураторством якутского обкома комсомола, который занимался и комплектацией кадров, и направлением к нам отрядов, значит, и организацией общественной жизни, и вел какую-то агитационно-политическую работу и так далее. Ну, я знал о том, что первый тогдашний якутского обкома комсомола Артур Николаевич Алексеев частенько бывает у нас в Милинском районе. У нас в Удачном он бывал, значит, ну, как-то видел, слышал. Но все это знакомство издалека. А вот непосредственно с Артуром Николаевичем я познакомился при таких довольно необычных для меня обстоятельствах. Я в 1986 году был назначен первым заместителем начальника Велюйгастроя. Велюйгастрой, штаб-квартира его находилась тогда в городе Мирном. Это было самое крупное производственное строительно-монтажное объединение на всем северо-востоке нашей, значит, огромной страны. У нас было несколько трестов, в состав Велюйгастроя входили расположенных в разных местах республики. Мы занимались строительством объектов алмаздобывающей промышленности, энергетики. Мне очень нравилось работать в Велюйгастрое. И я свое будущее строил именно в этом направлении. Значит, что как бы судьбой я связан со своим предприятием, со своим трудовым коллективом, вырос в нем. И все было для меня дорого. Но вот однажды в один вечер
глубокой осенью уже, значит, мой начальник, выдающийся руководитель, строитель Анатолий Петрович Шрябов, начальник Полигостроя, пригласил меня и говорит: ты знаешь, Вячеслав, тебя вызывают в обком партии. А я, говорит, как ты знаешь, только что вернулся из Якутска, поэтому я знаю, о чем там пойдет речь. Тебя хотят рекомендовать на работу, значит, в обком партии. Я, говорит, понимаю, значит, что для тебя, значит, нет ничего в жизни пока, значит, кроме Полигостроя. Ты вырос у нас в коллективе, ты прикипел душой и свое будущее с ним связываешь. И действительно мы связаны, я связывал свое будущее с ним, потому что у нас впереди были большие задачи, мы собирались строить еще несколько электростанций. Ну, например, в Вильюйском Улусе, там, в Козылсыре газовую электростанцию, 4-ю Вильюйскую ГЭС, так называемую Чайковскую ГЭС. Там у нас шла подготовительная работа к началу строительства Дычанской ГЭС в Верхоянском районе. Мы даже планировали, и Министерство энергетики считало, что, возможно, мы начнем строить электростанции на Камчатке. Значит, ну, короче говоря, впереди такая работа. Значит, у меня 33 года, понимаете, все впереди. А тут такой неожиданный поворот. Я, конечно, растерялся сначала, а потом Анатолий Петрович сказал такую фразу, говорит: ну, партийная дисциплина есть партийная дисциплина, тебе надо лететь, раз тебя вызывают. Но ты имей в виду, что, знаешь, горечь от неиспользованных возможностей всегда сильнее, чем горечь от каких-то поражений, неудач. Ну, я с тем напутствием и улетел. По обкоме партии, естественно, мной занимался отдел строительства под руководством Виктора Петровича Кудрина, значит, замечательного человека, который очень много сделал для республики, был известен в республике. Но мне надо было пройти, кроме строительного отдела, еще собеседование в отделе оргпартработы, так называемый орготдел. А руководил тогда орготделом Артур Николаевич Алексеев. Значит, надо понимать, что партийная структура ключевую, как бы такое положение занимает этот орготдел. От него зависит вся кадровая работа и так далее. Но, естественно, значит, мне надо было пройти собеседование в орготделе, и не просто так с рядовыми работниками, а вот меня пригласил непосредственно Артур Николаевич и начал такую неспешную со мной беседу. Но он был в курсе дела, что я настроен, значит, в общем-то, против, и, значит, хотел бы остаться в Полигострое. Ну, вот он начал меня расспрашивать: ну, как дела на стройке, значит, начал вспоминать, как там наши трудовые коллективы, как он там бывал. Значит, он проявил такую достаточно большую осведомленность о том, что происходит, значит, как развиваются события, какое у нас будущее, значит, какие у нас есть проблемы, и какие проблемы нам еще предстоит решить вместе с обкомом партии и так далее. И так постепенно от задач Полигостроя он перешел к задачам, которые есть в республике. Ну, я неплохо знал республику, я говорю, у нас подразделения были и в Удачном, и в Айхале, и в Мирном, и в Ленске, значит, и в Усть-Куте, и в Якутске, и в Нюрбе, и в Серебряном Бору. И мне приходилось там бывать, поэтому так себе обстановку представлял, тем более, что мы выполняли еще работы во многих улусах республики, в том же Сунтарском и так далее, как подрядчики. И поэтому для меня было интересно, что же там дальше ждет наша республика. В это время как раз разрабатывалась дальневосточная программа, которая была утверждена Советом министров и ЦК КПСС, значит, это в Советском Союзе еще. И как бы республика активно работала над этой программой. Он мне рассказал, что хотела бы республика, значит, как она должна развиваться, значит, причем всесторонне, так, по всем направлениям, отраслям и так далее. Он рассказывал о том, что происходит на стройке с точки зрения не только там состояния дел на стройках разных республик, но и с точки зрения кадровой. Он налоговик, он отвечает за кадры, что вот, предположим, на депутатском выросла неплохая такая плеяда хороших руководителей, на которых можно опираться. И там постепенно за много лет сформировались сильные, значит, трудовые коллективы, комсомольско-молодежные. И с другой стороны, там есть определенная прослойка людей, которые профессиональные противники советской власти, которые, и там вечные проблемы есть такого идеологического, что ли, характера. Рассказывал мне эту ситуацию в Нерингле, что там, в общем-то, мощные трудовые коллективы, но есть такие не совсем правильные отношения между руководителями разных предприятий, чем надо заниматься.
рассказывал мне, как необходимо нам построить железную дорогу, значит, для того, чтобы изменить ситуацию в республике, и какие трудности нам предстоит с созданием новых трудовых коллективов, БАМовцев, которые должны, значит, работать на нашем АЯМе. Значит, какие проблемы есть в Болдане. На Болдане тогда намечались гигантские стройки. Значит, как там трудно поднимается на ноги вновь созданный строительный трест, значит, Алдан-строй, какие там проблемы кадровые есть и так далее. Как организованы взаимоотношения с министерствами. Значит, в это время, помните, 86 год, уже там перестройка началась, какие взгляды и трудности на развитие, противоречия есть в партийной среде, на уровне обкома, там, СК КПСС и так далее. И насколько грандиозная задача стоит перед республикой, сколько много надо сделать. И в заключение, значит, он сказал, вот этим вам и предстоит заниматься. Как будто бы вопрос решен. Но вы знаете, он настолько у меня увлек этим разговором, что у меня действительно закрыли сомнения. Вот это, да, вот это дела, понимаешь, так. Но все равно я не минул высказать, что по тем или иным причинам я хотел бы остаться на своей прежней работе. Он мне сказал всего 3 слова. Будет трудно, но интересно. И подписал какую-то бумагу. Как я понял, это он визу поставил на решение бюро обкома партии. И он, как бы все, считайте, вопрос решен. Мне говорит, ну завтра вам надо в 10:35 будет рассматриваться вопрос, поэтому в 10:32 минуты, значит, надо быть на заседании бюро при галстуке и с партийным билетом. Но я все равно, значит, всю ночь не спал, еле-еле дождался этих 10 и приготовил такую речь, понимаешь, как убедить членов бюро, что вот там у меня место на своей прежней работе. Но бюро проходило на самом деле не больше 30 секунд. Я зашел, вел бюро второй секретарь обкома партии Владислав Полошавшин, который я знал по работе в МИРом, он был у нас когда-то первым секретарем Миринского горкома. Он говорит, товарищ член бюро, вот Штырович Слав Анатольевич рекомендуется на назначение на должность замзава отдела строительства. Я, говорит, не буду вам зачитывать его характеристики там и все остальное прочее, я лично его знаю, рекомендую. Кто за это? Они проголосовали, и, значит, ни слова меня не спросили, говорят, коммунист Штыров, приступить к новым обязанностям. Вот я часто возвращаюсь к тому моменту. Почему? Потому что на меня глубокое впечатление произвела эта встреча с Артуром Николаевичем Алексеевым. Она мне запомнилась на всю жизнь. Меня он удивил широтой взглядов, суждений, основательностью какой-то. Такой, он хотел мне показать перспективы, значит, и по этому разговору он со мной начал-то не с того, что вот вам положено там по нашему партийному уставу, а начал вот показывать мне, какая работа трудная, значит, и нужная, интересная предстоит в будущем. Я думаю, потому что к тому времени он, разговаривая со мной, значит, уже сам прошел где-то такой подобный путь и понимал, значит, что к чему. Ведь он выходец из рабочей семьи, закончил в Омске Сибирский строительный институт по специальности автодорожное строительство. Приехал молодым специалистом и начинал с низовых должностей, например, как и я, вот, непосредственно на строительстве автомобильных дорог. Работал там мастером-геодезистом, прорабом, немножко поработал в управлении, в отделе производственно-техническом. Это очень важно для таких технарей, для понимания сути дела. Потом перевели его на работу, например, так же, как и меня, в Совет министров Якутской ССР, где он там работал в департаменте, значит, дорожного строительства по своей специальности. Значит, тоже школа, теперь уже государственная работа. А как стройки эти с точки зрения государственной выглядят, как они должны финансироваться, какие задачи мы должны ставить и так далее. А потом, через короткое время его избрали секретарем, сначала вторым, потом первым секретарем обкома комсомола. Он так же, как и я, совершенно не представлял себя на этой общественной работе. Пришлось ему осваивать совершенно новую сферу деятельности, научиться общаться с людьми, значит, стать именно таким общественно-политическим деятелем, а не просто специалистом в области народного хозяйства.
Он работал, закончил высшую партийную школу в Хабаровске, значит, а потом работал, на самом деле, в первым секретарем Усмайского райкома партии. Но первый секретарь по тем временам это глава администрации нынешней, значит, района. Но на самом деле круг его задач и полномочий был пошире, чем у нынешней глав администрации. И круг ответственности был пошире. То есть он прошел такую вот школу, и не зря он со мной построил так беседу, а искренне пытаясь у меня убедить, и ему это удалось. Потом мы работали вместе в обкоме партии, но я говорю о том, что тогда разрабатывалась программа развития Дальнего Востока, мы были вовлечены в ее, а кроме того, вот эти перестроечные процессы уже начались. Помните, сначала это все было безобидно, переход на хозрасчет, первая модель хозрасчета, вторая, самостоятельность предприятий, новый хозяйственный механизм и так далее, и так далее. Значит, но уже тогда, на самом деле, при проработке этих вопросов, как мы их преломим себе в республике, и все остальное прочее, вот на разных там совещаниях, на разных там, значит, рабочих группах, где мы обсуждали эти вопросы, уже тогда, конечно же, с одной стороны чувствовалась большая подготовка Артура Николаевича, значит, и теоретическая, он наизусть там мог процитировать некоторые выдержки из Карла Маркса или там Владимира Ильича Ленина из их работ. И самое главное, его такое глубокое понимание, что вот это да, вот это надо делать, это необходимо сейчас, но вот это уже переступает границы и рано или поздно скажется негативно на жизни всего нашего общества, не только по экономической части. Вот это уже тогда заставило нас всех, значит, обдумывать очень осторожно все эти шаги. И что нам в конечном итоге потом помогло при реальном переходе к рынку уже в 90-е годы. Ну, так судьба сложилась, что меня отправили учиться в Академию общественных наук при ЦК КПСС в 1988 году, а Артур Николаевич был вызван первым секретарем Якутского горкома уже партии. И вот эти бурные годы, которые разгар страстей, разгар политической борьбы конца Горбачевского периода, когда уже дело шло к тому, что это Горбачевская-Яковлевская клика взяла курс на развал нашей страны, на уничтожение Советского Союза, на откровенное предательство. И, конечно, в субъектах Федерации началась такая идейно-политическая борьба. Вот тогда Артур Николаевич проявил себя как выдающийся человек, выдающийся оратор, выдающийся организатор, выдающийся защитник и прав трудового народа, и прав, и защитник Советского Союза, советского строя. Но, к сожалению, значит, не удалось ему, да как и всем нам, справиться с нахлынувшим такой грузом этих вот проблем, когда развала Советского Союза. Значит, я, вернувшись из академии, меня досрочно отозвали и назначен на должность министра строительства уже нашей республики. Застал вот самый эпилог, финал, значит, это путч 91-го года, так называемый, или ГКЧП, значит, или попытку, что ли, остановить развал Советского Союза со стороны некоторых кругов руководителей нашей страны, которая, к сожалению, не удалась. Значит, победа Ельцина, разгром партии, и Артур Николаевич здесь проявил себя вот как настоящий такой человек, патриот, значит, коммунист. Он не ушел, не начал заниматься какой-то деятельностью, пока он не завершил работу по устройству всех работников, которые с ним работали, аппарата коммунистического, чтобы избавить их от гонений и так далее, и так далее. Значит, он на самом деле, значит, там было очень много вопросов с партийными документами, с партийными кассами там, и так далее, которые он там вот раз решил, так, чтобы не навредить ни одному, значит, коммунисту, члену партии и так далее. И активно занялся созданием новой партии. Он видел, что КПСС к тому времени развалилась, значит, КПРФ еще вообще не существовала, только в замыслах она была. Он начал создавать коммунистическую рабочую партию Якутии, самостоятельно, под своим руководством. И создал ее. Она была создана уже в начале 92-го года. И уже впоследствии, когда была создана КПРФ, Общероссийская коммунистическая партия, он вошел, наша партия Республики Саха-Якутия самостоятельно вошла в состав КПРФ. То есть он опередил события, опередил нашу жизнь. И до сих пор вот мы, отделение КПРФ у нас в республике занимает очень важную, как мне кажется, роль в общественно-политической жизни нашей республики, служит таким стабилизатором
значит, для того, чтобы выразить интересы довольно широкого круга трудящихся и так далее, ну, во всех этих решениях, которые принимаются на уровне там, и законодательном, и исполнительной власти и так далее. И пользуется до сих пор авторитетом. Начало этому положил Артур Николаевич, его вот блестящие организационные способности, предвидение будущего. В конце 1991 года состоялись выборы, первые президентские выборы в нашей республике. Михаил Ефимович Николаев, наш первый президент республики, был избран подавляющим большинством голосов. Значит, у него был глобальный авторитет и личное качество, которое очень так нравились многим людям. Значит, и было сформировано правительство Якутии. Я участвовал в выборах вместе с Михаилом Ефимовичем как кандидат в вице-президенты. А после уже избрания вице-президента был назначен премьер-министром республики Саха-Якутия, руководителем кабинета министров. Значит, и вот началась работа над нашим вхождением в рынок. Помните, значит, это гайдаровская реформа, шоковая терапия, обвал всего и вся, понимаете, значит, полная неразбериха, ералаш, развал всей системы управления. В этих условиях надо было нам стабилизировать работу всего народного хозяйства, взять на себя функции, которые не были свойственны раньше ни Совету Министров Якутской ССР, значит, ни каким другим органам государственного управления власти в нашей республике. Это управление союзными предприятиями, потому что в Москве не осталось союзных министерств. Некому было организовать для них работу, поиск денег, снабжение материально-техническим. Пришлось нам всем заниматься. Огромный круг проблем. Мы тогда, в общем-то, выработали план поэтапного перехода к рынку и начали его осуществлять в республике, состоящим из 8 там, специальных блоков. И нам, в общем-то, удавалось легче, чем другим субъектам федерации, избежать такой разрухи и так далее, и так далее. И так планомерно начали осуществлять у себя в республике разного рода реформы. Но мы понимали о том, что этого недостаточно, потому что сами по себе вот рыночные условия, которые создавались в нашей Российской Федерации, не могут привести в наших специфических условиях Крайнего Севера к тому, что вот республика начнет вдруг бурно развиваться. Тем более, что мы подошли к началу этих времен, к 90-м годам этим бурным, с массой недоделанных дел. Было начато железная дорога, но не закончено. Депутатский угольно-обогатительный комбинат так и не был введен на полную мощность. Значит, допустим, Вилюйская ГЭС-3 так и не была введена на полную мощность. Газовая промышленность начала развиваться, застыла в своем развитии. Были большие проблемы с работой Якутугля и так далее. Мы понимали, что вот того сам по себе рынок эти задачи не решит. Нам надо что-то большее, другое. А каждый наш проект, за которым мы взялись, он превосходит, с одной стороны, возможности республики, а с другой стороны, масштабы. Он имеет всероссийское значение, по меньшей мере, общедальневосточное значение. Пускай мы развитие Южной Якутии. Конечно, без деятельности, без дальнейшего развития угольной нашей промышленности невозможно было содержание электростанций на Дальнем Востоке. А нам надо 4 новых угольных шахты строить, Эльгой заниматься и так далее. Значит, это я в качестве примера привожу. Точно так же Вилюйская ГЭС нам было подавать электроэнергию не только для нужд республики, но и на север Иркутской области, в район Бодайбо и так далее, потому что там был дефицит электроэнергии. То есть любой проект, за который мы возьмемся, он превосходит и рамки нашей республики. Вот почему тогда возникло такое решение, значит, вместе с Михаилом Ефимовичем Николаевым, о том, что помимо вот этих вот задач по стабилизации народного хозяйства, по планомерному переходу в рынок, нам надо разработать программу, долгосрочную программу развития республики и привлечь к ее выполнению федеральные органы власти, потому что это масштабы, явно превосходящие наши возможности. И вот в 1993 году в республику приехал президент России Борис Ельцин. Ну, все ожидали, что там начнется очередная раздача слонов и пряников, что республика будет что-то выпрашивать у Ельцина, Ельцин с барского плеча что-то нам даст и так далее, и так далее. Те или иные полномочия, или там кучу денег и все остальное прочее. На самом деле, приезд Ельцина кончился, значит, действительно указом о социально-экономическом развитии республики Саха-Якутия. Но в этом указе был один единственный пункт. Правительство Российской Федерации совместно с правительством Республики Саха-Якутия разработать федеральную, я подчеркиваю, целевую программу
социально-экономического развития Республики Саха-Якутия до 2005 года. Вот началась работа над этой программой. Были созданы органы управления программой. Когда стал вопрос, как ее разрабатывать, то с методической точки зрения было понятно. Я вот сейчас говорю о том, что мы, конечно, опирались на огромный массив разработок еще советского времени, начиная с Максима Кирилловича Амосова, и все время республика разрабатывала для себя долгосрочные планы. У нас была, значит, основа, с которой можно стартовать для разработки нового плана. С другой стороны, вот программа тех лет, она послужила основой, базой для знаменитой схемы 2020, Якутия 2020, которая была разработана много позже, уже в 2007 году, спустя почти 20 лет после 90-х годов. Но тогда вот началась разработка этой программы, и руководителем программы был назначен Артур Николаевич Алексеев. Мы создали мощный творческий коллектив. Значит, там работали и наши ученые, и федеральные, значит, поручения правительства Российской Федерации. Пришлось очень тесно взаимодействовать с федеральным правительством, с министерствами экономики, министерством финансов, ну, со всеми министерствами, которые здесь есть в Москве. Ну, конечно, эта задача была правительства Республики Саха-Якутия, но огромную роль играла и администрация программы, будущей программы, которую мы будем создавать, Артур Николаевич Алексеев. И к моему, в общем-то, достаточно так удивлению, он сумел найти здесь ходы, выходы, общий язык, как говорится, проложить тропинки, хотя, как понятно, что возглавляли идеологически его, ну, скажем так, люди, идеологию которых он не воспринимал, он себя переборол для нужд республики. В конечном итоге программа была утверждена федеральным правительством. Я, как вице-президент республики, докладывал на заседании правительства, тогдашнего федерального, Черномырдинского, и программа была утверждена. Начали работать. Вот изюминка этой программы было не только содержание, набор таких проектов, значимых и так далее, но самое главное — система управления программой. Управлял программой коллегия программы, в которую входили поровну представители федеральных министерств на уровне заместителя министров. Там не было ниже заместителя министров. Заместитель министра экономики Шипаль Янс, значит, потом он стал и министром экономики. Заместитель министра финансов, заместитель министра промышленности, заместитель министра природных ресурсов. С нашей стороны руководителя якутского правительства, председатели, два сопредседателя коллегии. То есть вовлечены были в управление, значит, этой программы и федеральные, и республиканские, значит, органы. И в равной мере они отвечали за выполнение. Именно поэтому многие вопросы удавалось решать на московском уровне. А кроме того, практическую деятельность вела администрация программы и фонд развития программы, денежные средства, которые туда аккумулируются, и федеральные, и другие. И вот руководителем администрации и руководителем фонда одновременно был Артур Николаевич Алексеев. Почему именно его мы тогда назначили? Ну, потому что, во-первых, у него был широчайший диапазон знаний, умение вот наладить взаимодействие с разными людьми, независимо там от своих политических предпочтений. И мы понимали, что над нами будет жесточайший контроль, значит, с точки зрения расхода финансовых средств, потому что там идут и федеральные средства, значит, и средства, которые республика будет давать, и средства, которые мы привлекаем. И действительно, там контрольно-ревизионное управление Минфина России нас постоянно проверяло, значит, контрольное управление Республики Саха-Якутия. И нам нужен был человек абсолютно неподкупный, кристально честный. Тем более, что часть средств на выполнение программных мероприятий мы должны были еще и сами заработать. И для этого создавали коммерческие структуры под фондом развития, под фондом реализации программы. И поэтому нужно было, чтобы все было предельно прозрачно, выверено, четко. И Артур Николаевич, конечно, блестяще справился с этой задачей. Ну, вы представляете себе, что такое были 90-е годы. Это полный развал всего и вся, огромные неплатежи. Банкротство, значит, 90% всех предприятий, которые были в республике, да в Российской Федерации еще хуже ситуация. Невыплаченная зарплата, и все равно программе удавалось по кусочкам
понемножку, значит, аккумулируют разного рода средства, значит, и платежи, и часть таможенных платежей, и там много других источников, и самим заработать, при помощи которых еще как-то подделывал жизнь. Еле-еле теплилось строительство железной дороги Амуро-Якутска, но оно шло, эта программа его финансировала. Еле-еле теплилось строительство Вилюйской ГЭС-3, но оно не прекращалось, и в критические моменты, значит, все-таки какие-то ручейки денег удавалось аккумулировать. И постепенно она набрала авторитет, и как бы Артур Николаевич проявил себя как такой блестящий организатор. Организатор действительно серьезного уровня, федерального уровня. Ну, потом обстоятельства сложилось так, что я был переведен на другую работу в акционерную компанию «Алроса» в связи там, с необходимостью. Ну, Андрей Шиповлянц, значит, он, который был со стороны федералов сопредседателем, это коллеги программы, он тоже перешел на другую работу. Как-то вот в организационном плане у нас несколько там дела пошатнулись. Ну, а потом были еще такие, знаете, если хотите, политические мотивы, на которых я не буду останавливаться. Ну и так, деятельность программы постепенно свернулась. Артур Николаевич там перешел на работу в одной из строительных организаций. Значит, а потом вообще, будем говорить, остался без работы, ну, занимаясь в основном партийными делами на общественных началах, значит, как руководитель нашего партийного рискома. И будучи будучи помощником представителя Госдумы Геннадия Николаевича Селезнева, и там, в общем, короче говоря, вот так. В 2002 году новые выборы президента Республики Саха-Якутия, новое правительство сформировалось. И, конечно, мы должны были пройти сначала такой тяжелый путь стабилизации. Пятилетний план был разработан, который был посвящен просто стабилизации работы народного хозяйства, их вывода его из кризиса. И уже тогда мы начали думать о том, что этого мало. Как и тогда, в 90-е годы, нам нужен большой план с огромными проектами на будущее. И как бы мы понимали, что ключевым вопросом как для решения сегодняшних задач, так и будущих задач, конечно, является транспорт, логистика, снабжение, значит, то, что мы называем инфраструктурой. Без этого невозможно не стабилизировать работу народного хозяйства, не двигаться куда-то вперед, как мы задумали до 2020 года. И стал вопрос о том, что здесь руководство вот этим блоком экономики республики должен возглавить человек авторитетный, опытный, который смело на себя возьмет решение сложнейших задач. Вот нам предстояло в ходе вот стабилизации работы народного хозяйства произвести реструктуризацию многих предприятий транспортного комплекса. Ну, допустим, у нас в то время было множество авиакомпаний, которые все были банкротом к 2002 году. За что не возьмись, везде долги, значит, за топливо заплатить нечем, людям, авиаторам платить нечем, значит, себестоимость огромная, нас вытесняют, значит, со всех линий и так далее, и так далее. Надо было весь этот комплекс объединить, очистить от долгов, что-то обанкротить и так далее, создать две новые предприятия. Значит, и при этом две новые компании, как мы задумали, и при этом, значит, решить все вопросы с трудовым коллективом, с выплатом за должность, с переводом их на другую работу, с формированием нового кадрового состава. Ну, представляете себе, какая-то работа, значит, она и сложна в теоретическом плане, она очень сложна в исполнении, она требует напряжения сил и общения с людьми и так далее, в такой нелицеприятной обстановке. Значит, когда кого-то сокращают, кого-то там надо переводить куда-то и так далее. Ну, с этой задачей он справился. Значит, так, Артур Николаевич, была создана авиакомпания «Якутия», которая в середине 2000-х годов, значит, уже занимала примерно 9-10 место по всем показателям среди 100, почти 50 компаний Российской Федерации. Она была в десятке, всегда лучшей компанией. Была создана авиакомпания «Полярная авиалиния», которая начала более-менее устойчиво работать, не сразу, но начала работать. Было создано казенное предприятие, которое объединило аэропорты Севера. Был проведен порядок авиации, по крайней мере, до 2010 года у нас особых проблем не было в авиационной отрасли. Это деятельность Артура Николаевича. Я просто на этом примере показал, что в каждой отрасли были такие большие проблемы, когда надо было ставить таких людей, которые могут, которым по плечу решение этих задач. Или возьмем Северный завоз.
Но сложнейшая ситуация. Значит, надо мобилизовать средства. Значит, Северно-морской путь едва-едва функционирует. Значит, надо мобилизовать большое количество кораблей, а опять на реке, так же как и авиация, масса мелких компаний, которые в убытках, которые загибают цены и так далее, с которыми надо как-то консолидировать, работать. В 2003 году случилась очередная засуха, и мы не могли вообще ничего завести. Если вы помните, по нашей просьбе в республику, во-первых, в республике было объявлено чрезвычайное положение с завозом грузов, и в республику по нашему приглашению прибыл представитель правительства тогдашней Российской Федерации Михаил Касьянов, где мы решали все эти вопросы. Ну вот, я просто хочу сказать, что задача была непростая, но всю деятельность до тех пор, пока Артур Николаевич был у нас вице-премьером, отвечающим за логистику и транспортный комплекс, значит, не было ни одного случая срыва навигации, не было ни одного случая срыва завоза, значит, важнейших товаров народного потребления, материально-технического, товаров материально-технического назначения, значит, в его бытность. Уже тогда начали прорабатываться, начали впервые создаваться то, что сейчас получило в республике очень широкое направление, очень широкое распространение под руководством главы нашего республики Александра Сергеевича Николаева, создание логистических центров, значит, в Улусах и так далее. Тогда была налажена система закупки продукции местных товаропроизводителей, особенно сельского хозяйства. Там, картошка, всего остального прочего, именно местных товаропроизводителей. Все это работало, будем говорить, более-менее. Артур Николаевич, конечно, сыграл огромную роль в развитии железнодорожного транспорта. Уже самое первое совещание, которое провело новое правительство в 2006 году, было посвящено реанимации строительства Амуро-Якутской магистрали. Мы должны были закончить первый этап до Томмота, открыть пассажирское движение и дальше на Якутск. Конечно, надо было много вопросов решить в правительстве Российской Федерации, Министерство транспорта, выколотить деньги. Значит, и этой работой вот как раз мы вместе с ним занимались. Вы помните, он в республику и зампреды правительства мы приглашали, приезжали, облетали, показывали, доказывали, и министры. Значит, удалось нам подготовить постановление правительства, которое правительство России приняло по железной дороге. Конечно, главным действующим лицом там было правительство Республики Саха-Якутия, конкретно куратор этой отрасли Артур Николаевич Алексеев. Поэтому его заслуга в области транспортного, железнодорожного строительства, она одна из первейших у нас в республике. Любимое, конечно, его дело – это автомобильные дороги. Вот тогда был создан специальный план развития сети опорных дорог в республике. Федеральная дорога Колыма начала приводиться к нормативному состоянию. Построили вот эти три больших моста. И таким образом от самого Якутска до Магадана, за исключением моста через Алдан, который сейчас планируется к строительству через реку Алдан, все остальное было создано. Под его руководством были ликвидированы грунтовые разрывы на этой дороге. Короче говоря, появился прямой путь на Магадан. До этого он только на карте был. Тогда же мы передали федеральную собственность дорогу Вилюй, и началась работа по строительству автодороги Вилюй, по ее асфальтированию, по строительству мостов, по продолжению туда, на Иркутск. К сожалению, эта часть работы как-то сейчас заглохла. Начало строительство республиканской сети автомобильных дорог, реконструкция знаменитой дороги Лена, которую мы в 2005 году намеренно пригласили корреспондентов со всей страны, объявили, что это худшая дорога в мире. За это Артуру Николаевичу досталось на орехи там Министерство транспорта Российской Федерации. Говорит, вы что нас тут позорите? А с другой стороны, мы выколотили деньги на ее реконструкцию, и сегодня это более-менее нормальная дорога уже. Значит, вот, короче говоря, такой широкий круг организаторской работы Артур Николаевич провел, значит, очень здорово. У меня до сих пор самое лучшее впечатление о нем, как о совместной работе. Но работа, конечно, нам приходилось общаться и в разных обстоятельствах, и на каких-то мероприятиях, и на рыбалке вместе бывать. Значит, я мог наблюдать, вот насколько широк у него круг интересов, знаний, значит, как он интересуется всем. И археология, предположим, там вместе со мной даже на раскопках бывал, археологических, там и история Якутии, и, будем говорить, экономика. И он
всегда в любую свободную минуту был обложен разного рода литературой, изучал, читал, а с другой стороны был открыт для общения с людьми. Значит, для разговоров таких и задушевных, и, будем говорить, принципиальных споров. Значит, когда он понимал, что в чем-то он уступил в споре, он не лез на рожон, не наставил, да я, да мы, а наоборот возвращался к этому вопросу, изучал тщательно разную подоплеку и вновь доказывал свою правоту или признавал, что да, вот где-то он ошибался. То есть он основательный такой, фундаментальный, значит, человек. Человек многих таких привлекательных чисто человеческих качеств и самое главное со стержнем таким, с принципами, значит, честнейший, значит, ну, человек такого большого благородства внутреннего, простой человек из рабочей семьи. Я должен сказать, знаете, вот сейчас такой период времени, когда многие люди задумываются над вопросами, а что происходит вообще с нашей страной сейчас, какая наша история, почему мы вынуждены возвращаться на те позиции, на которых мы когда-то были уже в советское время, и с трудом, значит, их восстанавливать и так далее, и так далее. И волей-неволей возникает вопрос, а почему распалось наше государство, Советский Союз и так далее. Можно встретить массу объяснений, причин, начиная от деятельности предателей нашей страны во главе с руководством Горбачевым, Яковлевым, можно еще копнуть глубже, Кондроповым. Можно сказать о том, что неудачная была Косыгинская экономическая реформа, которая вот и привела к дефициту всего-всея, к превалированию валовых показателей, к разбалансированности народного хозяйства. Можно говорить о происках внешних врагов, там, ЦРУ, Ален Далес, там и все остальное прочее. Это все, наверное, правильно. Но я все-таки думаю вот о чем. Я вспоминаю слова Фиделя Кастро. Фидель Кастро говорил, сама природа человеческая, природа биологическая, что ли, значит, которая вытекает из животного мира, нецивилизованного мира, она такова, что она все время толкает людей, значит, к алчности, к властолюбию и так далее, и так далее. И поэтому она все время воспроизводит, даже в самом таком гармоничном обществе, черты уродливых обществ и черты капитализма. И поэтому главнейшая задача, конечно, воспитание нового человека. Но это, конечно, не новость, потому что об этом говорили и классики марксизма и так далее. Достаточно почитать там Иосифа Виссарионовича Сталина и все остальное прочее. Вот этого не удалось нам сделать. Хотя, в принципе, вот пример Артура Николаевича показывает, что такие люди появились в результате вот жизни нашей страны. И он был не одинок, но один из ярких таких людей. Я должен сказать, что это, на мой взгляд, человек из будущего. Потому что в будущем не годится эта система, которую мы создали, система неравенства, система угнетения, система вот такого господства одних людей над другими. Это все уйдет в прошлое. Значит, будут новые люди. Вот человек, Артур Николаевич, человек из будущего, на самом деле, который жил рядом с нами. И, возможно, именно поэтому как бы такое внимание к его персоне, к его работе. И я могу сказать, что для меня действительно был очень значимый, важный человек, с которым я, значит, сверял, может быть, некоторые поступки, значит, не во всем мы были согласны с ним, значит, и у нас были разного рода споры и так далее, но для меня было очень важно знать его мнение, точку зрения и так далее. Он оставил свой след в республике, которая еще найдет своих историков, своих исследователей, которые, значит, расскажут, что там происходило в бурные конец 80-х, 90-х годы, значит, в чем он был прав, значит, что нам надо брать из этого наследия. Это настоящий коммунист, наследник, прямой наследник Максима Кировича Амосова и все плеяды тех людей, которые тогда, в 20-е годы, создали нашу республику.